Балдан Сыжипов, абсолютный чемпион Кангалас Капсагай 2024 года. Перед приездом что-то вот предчувствие такое, что-нибудь такое было? Иногда я слышал некоторым спортсменам во сне там что-то снятся, какие-то моменты да, такие. Ага. У нас, это так-то лучше не рассказывать, наверное. Но у нас говорят, если кое-какой сон приснится, это к деньгам, вот это такой сон мне приснился. Не знаю, у вас такие сны бывают, какой сон, если получается, тогда деньги приходят? У вас такое бывает? Я даже не знаю, кто-то на охоту ходит во сне, кто-то еще что-то там добывает, не знаю, у нас маленько деньгами. Другое, конечно, бывает. Это лучше не рассказывать. Расскажите немножко про финальную схватку. Это было уже сколько, и я даже не думал, я думал, откуда я деньги думаю, и оказывается, вы мне напомнили, я думал, почему мне такой сон приснился, оказывается, да, возможно, это из-за этого получается. А то, что призовые, перед схваткой финальной вам судья-комментатор сказал, на сумму где-то 1 000 000 рублей будет. Что-то во время схватки в голове это мешает, наверное, возможно? Нет, я старался не думать об этом. Главное просто побороться. Ведь получается, самое-то главное это деньги. В жизни у нас, конечно, много места занимают, но самое главное, конечно, это не деньги. Я считаю, самое главное титул, это надолго. Деньги, они закончатся когда-нибудь. Да. Когда вы узнали, что Айдын Монгуш проиграл, и вам придется бороться с Александром Халыевым, вы что-то планировали, какой-то план, рисунок борьбы против Александра Халыева? Вы, наверное, следили за ним здесь где-нибудь? Здесь я посмотрел просто, он Айдыном боролся, Айдын маленько Халыев усыпил, наверное, бдительность. Айдын маленько вальяжно боролся, а так я считаю, Айдын очень сильный борец, и он по многим видам выступает, и у вас был один раз чемпионом, получается. Но не один раз, он еще какой-то турнир у вас выигрывал, кажется, я вроде помню, что такое. Как-то Евгений Жирбаев говорил, что ему здесь именно в Якутске очень нравится бороться при таких зрителях. И мне кажется, что что-то такое вы тоже скажете про зрителей, да, про организацию соревнований. Всегда получается, мне нравится, как к этому, к соревнованиям, к борьбе именно относятся якуты, получается, зрители, и вообще получается у вас всегда проводят на высоком уровне соревнования, на высочайшем, я бы сказал, и зрители очень болеют, любят борьбу, это чувствуется и наверное, передается. Получается, я уже на Коркинский сколько раз здесь приезжал, боролся, и мне всегда нравится сюда приезжать, эти даже мотивируют на дальнейшие, дальнейшие планы в борьбе, получается, в спорте. А то, что вы приезжаете в Якутию и боретесь по якутскому национальной борьбе Капсагай, у вас что-то такое подобное, борьба на поясах или что-то такое, бурятская борьба? У нас есть бурятская борьба, Бухы-Барылдан. У нас тоже на 3 точки, но у нас отличается, конечно, у нас пояса есть, это кушаки называются, получается, обвязываются вокруг ног и вокруг пояса. Схожие тоже получается примерно правило, если ты коснулся 3-й точкой, ты проиграл. Так у нас время, и если время закончилось, у нас на поясах еще борются. И там маленько, не знаю, но это все индивидуально, конечно, просто кому-то больше идет борьба на поясах, чем, например, на активные действия. Он уже привык на поясах бороться, и он ждет это время, пока закончится, и на поясах уже борется, выигрывает. Там у кого такое бывает. Маленько у нас бывает это
ребята иногда жалуются, что они не борются, убегают, ну, ждут, ожидают пояс. Как-то вы специально к этому Хапсагаю готовились? Или Хапсагаю. вам помогает вот в большинстве случаев вольная борьба Да, или национальная? да, это вольная борьба базовая, как бы я вольник. И бурятскую борьбу борюсь. Хапсагай уже приходилось бороться, поэтому примерно знаю правила. Уже этот раз приехал, и я понял, что подкорректировали маленько, изменились правила. И вот тоже примерно для себя уже тоже отметил. Ну все, огромное вам спасибо и поздравляю еще раз с победой.